Ну что же, доброе утро всем тем, кто смотрит это видео. Меня зовут Иван, и сегодня я отправляюсь в поход по Удмуртии. В данный момент мы находимся на станции Киик в Завьяловском районе. Это же одноименная деревня. И уже отсюда я собираюсь отправиться в географический центр Удмуртии, находящийся на границе Екшербодинского и Увинского районов, близ деревни Эристем. От Киика до Эристема мне предстоит пройти порядка 30 километров. И потом еще после этого самого Эристема я пойду дальше. То есть я не буду возвращаться сюда и уже дойду до деревни Чур, известной тем, что там есть станция Чур и силикатный завод. Вот, в общем-то, и все. Текущее время 7:45 утра. Ориентировочно до Эристема я дойду в обеденные часы, около часа-двух. И если будет что-то интересное по пути, то я буду это снимать и показывать. Деревня Киик представляет из себя самую обычную и ничем не примечательную деревню. Здесь нету каких-то достопримечательностей, за исключением, может быть, коров на улице и остановочного пункта одноименного на железной дороге Люкшудья-Ува-Кельмесь. На самом деле в Киике нет станции, то есть платформа находится на перегоне, и сейчас мы ее посмотрим. Тем не менее, на подъезде к населенному пункту, к самому Киику, стоит знак st.Киик, что значит сокращение станции. В Киик вообще можно попасть несколькими способами. И говоря об общественном транспорте, стоит выделить, конечно, автобус номер 362, следующий из Ижевска в Азино, а также пара пригородного поезда Ижевск-Ува. По воскресеньям здесь также ходит добавочный пригородный поезд. Линия малодетельная по своей сути. Помимо пригородного поезда здесь также ходит ежедневный грузовой поезд на Ижевск. Отправляется он обычно вечером со станции Ува. И утром. То есть примерно дополнительно еще 2-3 пары поездов. А еще когда-то, относительно недавно, 20 лет назад, здесь ходили пассажирские поезда до Кельмези, например. Но это уже совсем другая история. Последнего моего визита здесь провели небольшую модернизацию. Добавили забор, во-первых. Во-вторых, установили скамейку с навесом. А также табличку с транслитом на английский язык. Мы видим тоже дополнительный поезд. Введен по октябрь включительно, с мая месяца. Любопытно, что в этом году его ввели в строй гораздо раньше, чем в прошлом. То есть тогда он начинал ходить только в конце мая, а сейчас уже с самого его начала. О том, чтобы снять здесь поезд, я и не мечтаю, поэтому сейчас мы продолжаем движение и направляемся в сторону деревни Большой Киик. Странно, да, такой тоже есть. В деревне Киик, как оказалось, находится Синтекский психоневрологический интернат. Итак, буквально за 20 минут я продвинулся на целых 8 километров вперед и сейчас нахожусь в деревне Большой Киик. Автостоп удался, меня подвез мужчина прямо до поворота на Чекан. То есть вот по такой дороге мне предстоит идти еще по меньшей мере километров 15-20 через поля, через леса. Не исключено, конечно, что и здесь попадется попутный транспорт, но на это я совершенно не рассчитываю, поэтому теперь мы уже будем идти по такой относительно дикой природе. И только что я упустил машину, которая ехала вот туда, в лес. И эти люди точно ехали в сторону Чекана, потому что там семья из 3 человек. И, в принципе, было одно место в машине, но я что-то затупил очень жестко и не стал тормозить.
а надо было это сделать, хотя бы попробовать. Но вообще логично, что многие люди ездят вот в Чекан, в свою деревню, через вот это вот место, где сейчас нахожусь. Хотя здесь полевая такая не очень себе дорога, тем не менее это кратчайший путь. Это самое главное, потому что если мы поедем по асфальтированной и культурной дороге, то сделаем крюк больше, чем в 50 километров через райцентр Уву. Поэтому здесь вполне себе можно проезжать. А тем временем мы подошли к реке, подозреваю, под названием Киик. Вот здесь такой бетонный мостик. А также мост есть чуть подальше. Прошло еще полчаса. Я продвинулся еще по меньшей мере на 10-12 километров. Проехал весь лесной участок маршрута между Кииком и Чеканом. И вот уже здесь на горизонте виднеется деревня. Скорее всего, это она. Кроме того, в самой деревне находятся вышки связи, поэтому она здесь есть. И это очень-очень хорошо. Таким образом, я опережаю график по меньшей мере на несколько часов, потому что я планировал все это расстояние пройти пешком. Я не рассчитывал на автостоп. И, тем не менее, мы находимся сейчас уже в Увинском, скорее всего, районе. Перед нами целое поле кукурузы. Мы даже зайдем. Вот. Кукурузы, конечно, самой пока нет, только листья, но тем не менее. Единственный минус всей этой движухи в том, что в деревне, к которой я сейчас подхожу, нету связи, то есть абсолютно ноль. На телефоне у меня стоит восклицательный знак, предупреждающий о том, что соединение невозможно установить. И несмотря вот на те вышки, которые виднеются на дальнем плане, все равно МТС тут не ловит. И об этом было написано в интернете. Однако же я был уверен в том, что за пару лет уж что-то изменилось, и связь-то хотя бы телефонная тут появилась. Однако же нет. Это Г в прямом смысле слова. Тем временем я уже подошел к деревне под названием Архипов пруд. И где-то здесь будет находиться поворот в мою сторону, в сторону Эристема. Я смотрел по карте, но карты сейчас у меня, конечно, с собой нет. И вроде бы нужно идти через деревню. Но сейчас я спросил у тракториста, который сливал дерьмо вот сюда. Он объяснил мне то, что нужно идти вот сейчас прямо по дороге. И там уже будет поворот. Ну что же, доверимся местному жителю. Итак, мы приближаемся к крыше Удмуртии, довольно интересной точки, которая обозначена далеко не на всех картах. И это просто высокое место. Высота вот этого самого холма, который я только что вам показывал, более 300 метров над уровнем моря. Ну, или около того. И сейчас мы подходим к нему. И по слухам, в советское время, когда многие из этих кустов, деревьев были еще достаточно низкие, с вершины этого холма открывался вид на город. То есть можно было увидеть Ижевск. Хотя отсюда до него больше 50 километров. Это кажется чем-то нереальным. Времени всего 10 часов 10 минут. Поэтому я по-прежнему опережаю график.
здесь установлена беседка, на которой я сейчас перекушу. Здесь же кто-то уже повязал лоток. Здесь вот находится крест. И я не знаю, как эта штука называется. В общем, указатель на то, что самая высокая точка местности здесь. Стопочка. Такое место для костра. Или даже мусорка. Место свято. На беседке я устроил 20-минутный привал, отдохнул, перекусил. И вот только я оттуда вышел, как подъехали две машины, а там стоял крест памятный. И вот вышла женщина, по-моему, даже начала молиться сразу. Или что вообще происходит? Короче, мы покидаем крышу Удмуртии и продолжаем движение в сторону деревни Эристем. Вопреки ожиданиям ее не было видно с возвышенности, однако до нее осталось менее 10 километров. То есть в пределах 2 часов ходьбы. Это очень хорошо. Пока мы просто идем, и, быть может, те люди, которые приехали к кресту, продолжат путь еще и до географического центра Удмуртии. Кто их знает. Время 15 минут 12. И вот мы, собственно, и пришли в деревню Эристем. Это место довольно популярно среди любителей геокэшинга. Но, в частности, у простых туристов, которым просто интересно исследовать родной край. Деревня осталась позади, а я уже вижу беседку. И, похоже, я у цели. Крытая беседка, с которой, во-первых, открываются потрясающие виды на округу. Во-вторых, здесь ты защищен от дождя. Ну и в-третьих, можешь накрыть полянку. Прихожу сюда, а тут чья-то банковская карта. Так, что у нас тут? Нет. Вообще непонятно, что такое. Попробую найти сам знак. Официальное место, считающееся географическим центром Удмуртии. Грибы. Наверное, несъедобные, но грибы. Все, нашел. Вот он, чекпоинт. Вот самый центр Удмуртии. Добро пожаловать. Задача выполнена. Пока меня не съели мухи, я сейчас отдохну здесь, пару минут посижу. А вот еще, кстати, интересный такой моментик. Здесь есть дупло, в котором хранятся записки от людей, которые здесь побывали когда-либо. Сейчас я попробую посветить, может быть, даже достать что-либо. Видите, там лежит какая-то коробка. Правда, она немножко изрешетенная. Но сейчас мы ее достанем и посмотрим, есть ли там что-то внутри. Вот только что я достал такую коробочку, в которой что-то находится. Она лежала прямо в дупле дерева. Давайте же проведем ее анбоксинг. Так. Немножко грязная, но тем не менее. Тут у нас лежат записки. Вот кто-то здесь был в 2017 году. Мы туристы из Ижевска. Наконец-то осуществилась наша мечта, и мы здесь. Мы желаем вам, друзья-путешественники, удачи и всегда дойти до цели. Вот
Ну и я думаю, все прочие записки подобного рода. Тут почерк я не могу разобрать. Чистая бумажка, на которой я бы хотел что-нибудь написать, но у меня, к сожалению, нет ручки. 2018 год, 1 июля, совсем недавно. Тут вот лежат монетки, то есть как бы денежки. Я думаю, рублей 50 наберется. Также здесь есть зажигалка и сигареты. Действующие. Можно прикурить, хотя я не курю. Есть еще одна зажигалка, но она уже, похоже, не работает. Вот такой скромный наборчик здесь. К сожалению, ручки у себя я так и не нашел, поэтому не смогу оставить здесь записку, и никто никогда не узнает, что я здесь был. Да, ведь это так важно. Тем не менее, у меня есть 2 таблетки от боли в желудке, я их положу сюда, и 1 пластырь. Почему бы и нет? Ведь пока сюда дойдешь, если идешь пешком, мне кажется, все ноги можно стереть. Закрываем и складываем обратно в дерево, туда, где оно и лежало. А на самом деле я ожидал, что здесь будет больше записок, но почему-то там лежит вскрытая упаковка, и может быть тут кто-то и развандалил ее. 12 часов пополудни. Цель выполнена. Я здесь побывал, оставил кое-что от себя. Поэтому можно идти домой. Автомобильная дорога не заканчивается у географического центра, она идет дальше в лес, в сторону родника и базы отдыха Викурдан. Туда я сейчас не пойду, может быть, когда-нибудь в будущем. А может быть и никогда, я там не побываю. Совершенно неожиданно в Эристеме я обнаружил источник воды, прудик. Вот тут даже есть несколько машин стоят. Ну что же, я попробую набрать водички. Может быть, и почилить. Никогда не слышал о существовании здесь источника. В Эристеме находится база отдыха. И не абы какая. Культурно обустроенная, с новыми зданиями, с несколькими водоемами. Вот этот самый ключ, в котором я искупался, тоже относится к этой самой базе. И я, собственно говоря, оттуда туда и зашел. То есть тут забор только с одной стороны, по большому счету. И я даже не додумался снимать все это на видео, то есть только сфотографировал. Ну а сейчас я выхожу уже из деревни. Эристем, вот указатель. И пойдем в сторону Чура. Медленно, но верно. Итак, вот-вот я сверну с основной дороги налево в сторону деревни Удмуртский Тыловай. И уже оттуда буду проходить по лесной дороге в сторону деревни Мало-Итча. Интересный факт, то, что та дорога с Удмуртского Тыловая в сторону Чура, она не нарисована на бумажных картах. И на Яндекс и Google картах она также не обозначена. Единственное, ее видно на спутниковом снимке. Только что прошел некую мельницу, сунгурскую мельницу. Это что-то вроде населенного пункта с частными домами. Ну, как бы там закрытая территория, то есть был забор. И я просто нашел местного человека, который мне его открыл. И я такой прошел, типа спасибо, до свидания. Такая небольшая вырубка, ну или как это называется. Это как будто бы болото с двух сторон. Но фактически, не знаю, вроде бы нет, не хочу проверять. Без 10:03 я, в общем-то, иду. Уже заколебался идти. Но проблема в том, что у меня нет связи. И я не имею ни малейшего понятия о своем местонахождении. Частная собственность. Вообще не представляю на самом деле, где я нахожусь. Впервые слышу о таком поселении. Но такое ощущение, что через каждый километр дорога становится все более заросшей. Здесь в лесу ни с того ни с сего нашел знак. Указатель на чекан. Малая Итча. Если я попал по адресу. Уже видны дома. А шел я на звук пилы. То есть я уже даже в один момент свернул с дороги и просто шел, прислушиваясь к пиле.
Ну все, самый сложный этап позади. Здесь уже цивилизация. И отсюда я выберусь, надеюсь, быстрее. Я нахожусь на выезде из деревни Малая Ича. Сейчас уже можно спокойно идти в сторону Чура. Если будет попутный транспорт, ловить его. Магазин пойдем, что-то надо купить, давай. Итак, с Малой Ичи я благополучно доехал до Чура. И уже отсюда буду выбираться на пригородном поезде, который стоит и готов к отправлению и пойдет через 20 минут. Таким образом, в городе я уже буду без 26, даже раньше. И так вот прошла поездка, путешествие. Довольно насыщенно, много прошел пешком, много приехал автостопом, еще прокачусь на поезде.